Он стоял строго, выпрямившись, высоко вскинув голову. В деревне Альведино Петр Гаврилов прожил всего 14 лет, но его имя здесь знает каждый. Самый последний защитник Брестской крепости, чудом уцелевший под огнем врага, слава о нем из уст в уста передается не только на родине, но и по всей стране. Открывал бюст героя сегодня лично президент Татарстана. Подвиг майора Гаврилова – это символ стойкости, бесстрашия, мужества. Кадрлы дуслар, дорогие друзья, установка бюста Петра Михайловича Гаврилова – знак нашего уважения к выдающимся личностям, отношения к нашему прошлому. Мы должны воспитывать наших детей на примерах таких героев, каким был Петр Михайлович Гаврилов. Его любовь к родине, доблесть в боях – достойный пример для молодежи. В начале войны, в 1941-м, Брестская крепость приняла на себя первый ожесточенный удар. Под командованием Петра Гаврилова находилось 400 бойцов с несколькими пушками и пулеметами. Им противостояли фашистские танки и крупнокалиберная артиллерия. После месяца сопротивления все, кроме Гаврилова, погибли. Тяжело раненый и истощенный, он продолжал сражаться, пока не попал в плен. Подвиг Гаврилова – символ ожесточенного сопротивления, которое оказывали советские солдаты даже в безнадежных условиях 41-го. Дань уважения сегодня выразил и почетный консул Белоруссии в России Константин Анисимов. Сегодня, в наше историческое время, когда кто-то пытается переписать историю, сносить памятник нашим доблестным воинам, освободителям, сегодня здесь, на территории Стричинского района, деревня Альведино, на родине, исторической родине нашего героя, открывается бюст. Это очень трогательно и волнительно, потому что в Республике Беларусь, особенно в Бресте, имя Петра Михайловича знают все. На всех 4 музеях везде есть отдельный уголок. В Альведино 12 лет назад появился музей Петра Гаврилова. Последние 4 года здесь проводят всероссийские военные игры, реконструкцию защиты Брестской крепости. Масштаб сегодня показали президенту. А это старинный кирпич. Активисты-реконструкторы привезли его из Белоруссии с места пленения Петра Гаврилова. Память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны будет вечно жить в наших сердцах. Предлагаю почтить их память минутой молчания. На церемонию открытия бюста сегодня пришли и те, кому удалось пообщаться с Петром Михайловичем в далекие 50-е и 70-е, когда герой приезжал сюда и рассказывал о защите Брестской крепости школьникам. То, что вот такие же дети, как мы, помогали им оборонять Брестскую крепость, подносили патроны, были наблюдательными, ухаживали за ранеными. Первый раз увидел героя Советского Союза. Он нам, отличникам и ударникам, вручил значки «Брестская крепость». Сегодня о подвиге героя по видеосвязи рассказала его родственница. Видеопривет из Краснодара у памятной таблички на улице имени Петра Гаврилова. Петр Михайлович продолжается в своих правнуках Матвее и Павле. И 9 мая он снова с нами в строю бессмертного полка. Автор бюста Петра Гаврилова – молодой казанский скульптор Артур Давыдов. Прежде чем начать работу, он перечитал много литературы. Даже сейчас, когда стою, у меня прям дрожь по телу. И вот этот момент, как раз его, когда он уже без сознания упал, спустя 32 дня с начала наступления, в голове это сидит почему-то. И вот эти надписи хотелось максимально взять. Дом последнего защитника Брестской крепости в его родной деревне не сохранился. Еще до войны они с семьей жили в подобной полуземлянке. В ближайшие годы ее собираются восстановить, но пока она есть лишь в виде макета вот здесь, в музее Петра Гаврилова. Юлия Гоголева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Пестричинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.